Здравствуйте. Вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. В последние дни по соцсетям распространяется информация о пленении бойцов из Якутии. Мы не можем остаться в стороне и считаем важным обсудить это с теми, кто держит непосредственно связь с бойцами, с ранеными, с теми, кто работает по пропавшим без вести и плененным. Добрый вечер, студия. Андрей Сандаминович, наш глава республики Арсений Сергеевич Николаев подчеркнул, что ни один солдат не остается без внимания. Расскажите, пожалуйста, как руководитель координационного центра, какие меры принимаются в целом, ну и по последней ситуации, конечно. Да, единый координационный центр осенью прошлого года, созданный решением главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева, создан именно для того, чтобы обеспечить постоянную, близкую связь со всеми нашими военнослужащими якутянами. Примерно сегодня в зоне специальной военной операции выполняют разные задачи на разных направлениях и в разных частях и подразделениях порядка 5000 человек. За это время выстроена структура единого координационного центра, которая имеется и в республике, и в Москве, и в Ростове, в других городах, и также, конечно, в зоне специальной военной операции. Задача добровольцев, которые работают в наших опорных пунктах, заключается в том, чтобы в ежедневном режиме поддерживать отношения с нашими бойцами, укреплять взаимодействие с командирами всех звеньев и уровней, включая командующих соединениями, группировками. Это все позволяет нам знать судьбу каждого солдата, и на любой вопрос по любому солдату, по любому нашему военнослужащему мы можем ответить, собственно говоря, в течение 3 дней. Так было во многих ситуациях острых, в том числе и в связи с распространенным недавно видео с 3 нашими земляками, к сожалению, плененными. Хочу сказать, что судьбы этих ребят и всех пленных вооруженных сил нашей страны находятся на персональном, пристальном внимании нашего государства. Делается все, в том числе и со стороны республики. Это вопрос очень тонкий и очень-очень закрытый. Занимается обменом и спасением наших пленных специальные службы, специальные группы, которые, конечно, работают не публично. И вот то, что произошло у нас в информационном поле республики, и это стало достоянием гласности всех, в том числе и наших врагов, это очень плохо. Это будет затруднять эти операции по обмену, по спасению наших ребят. Поэтому я уже обращался, и еще раз хочу повториться. Пожалуйста, все, что касается жизни, боевой работы наших военнослужащих, тем более попавших в плен, это очень тонкая сфера, и это ни в коем случае нельзя публиковать. Мы этим не помогаем, мы этим только усугубляем судьбу бойцов и снижаем их безопасность. Все, что вы знаете лично, все, что из разговоров с ребятами на фронте, все, что вас тревожит, вы можете обратиться в единый координационный центр, в постоянное представительство, лично ко мне. Каждое ваше обращение не остается без внимания, мы отрабатываем по всем случаям. И вы это знаете из последних событий, которые были в 83-й десантно-штурмовой бригаде, которые связаны с некоторыми видео с фронта, где было непросто. Наши сотрудники опорных пунктов доезжали во все подразделения, были на всех позициях, и мы знаем реальную обстановку и готовы содействовать ребятам, помогать им, поддерживать их. Я очень вас прошу, будьте крайне осторожны. Спасибо. Вот у меня теперь вопрос к Николаю. Как по линии обороны организовано вообще обеспечение безопасности? По линии нам давали очень такие емкие инструкции именно по информационной гигиене. Это вот очень важный момент. Это обязательно отсутствие сотовых телефонов, отсутствие сим-карт российских, домашних. Это обязательное ношение балаклавы и отсутствие
каких-либо следов, связанных с домом. Нам это всегда говорили, иметь при себе. Но вот по поводу пленения, да, это очень тонкий момент. Когда мы участвовали в наступлении на село Павловка, у нас, вот у медиков, я как военный врач, у медиков у нас был такой аргумент, последний аргумент, он помещался вот в левой руке и вешался на броню слева либо справа, недалеко от шеи. Я боюсь, что наших земляков могли пленить, и когда они получили контузию, когда у них кончился боекомплект. Я не знаю, как это у них случилось, как такие ребята попали в такую ситуацию. не ситуацию, а в такую катастрофу, потому что попадать в плен это очень тяжело. И сам факт того, что их на видео засняли и отправили в общую сеть, это такой сигнал о том, что они готовы к диалогу. То есть противник готов к диалогу. Это очень такой тонкий момент, необходимо сейчас им воспользоваться и специальным группам аккуратно провести работу. Уже есть случаи, когда россиян, скажем так, не славян, успевали вытаскивать. И это успевали вытаскивать прямо с передка. У меня некоторые друзья, товарищи попадали в плен в штурме Павловки, в штурме Угледара, особенно Угледара. И вот на переднем плане, я вам сразу скажу, что украинцы, они не такие вот жестокие. То есть те, которые с нами сталкиваются лицом к лицу, они нас понимают. И когда попадают в первую линию в плен, тогда с ними обращение очень хорошее. То есть, такое достойное. Но вот что касается дальше, чем дальше идет они по этапу в центр Украины, чем ближе они к Киеву, тем сложнее. Это неприятно слышать, это неприятно знать. И вот я сам могу лишь помолиться за наших друзей, товарищей. Надо сказать, что сейчас на передовой работают наши военкоры. Это Николай Бестинов и Илья Жараев. Они зашли в зону военных действий, постоянно освещают ситуацию на местах. За этим можно следить и на нашем телеканале, в наших соцсетях. Но вот два военкора у нас сейчас в студии, Николай и Александр. Вы были одними из первых, кто выехал в зону СВО. Вот что вы же прошли специальное обучение, на что нужно делать упор при освещении спецоперации в СМИ, да, и с чем нужно быть особенно осторожным? В первую очередь, наверное, надо быть осторожным с самими бойцами, чтобы, как говорится, не засветить их. Да? Я всегда, когда мы что-то записываем, стараемся, чтобы бойцы были в балаклавах, в банданах, чтобы у них лица были закрыты. Есть ребята, которые говорят, я хочу с открытым лицом. Мы им объясняем, что ты хочешь, а у тебя дома семья, у тебя дома родители, тебя по соцсетям еще как-то пробьют, и начнутся проблемы не у тебя, а у твоих близких, и они с этим соглашаются. Еще очень большая проблема в том, что у нас внутри республики есть люди, которые постоянно нагнетают ситуацию. Была у меня ситуация перед очередной командировкой, я куда-то ездил на съемки, и человек из, в принципе, большой солидной организации, который должен был давать мне комментарии, начал психовать и говорит, я не буду давать комментарий, потому что вот мне сказали, что наши ребята настолько плохо, что они пьют воду из лужи. Я поехал в командировку, после нее приехал, прихожу к нему и показываю фотографии, где ребята в лесополосе, грубо говоря, да, жарят мясо на отдыхе. Еще что-то. Я говорю, какая вода из лужи? Зачем ты, большой человек, вот такие вещи говоришь и транслируешь их на своих знакомых, и поэтому начинается панические настроения. Там, что касается обеспечения, там все хорошо. Что касается безопасности, естественно, там со всеми проводятся беседы. Там по одному не ходить. Даже в город они выходят, они выезжают группой. Всегда ходят группой, никто не светится, никто не кричит, что вот я такой боец. А то, что попадание в плен, я согласен с Николаем, скорее всего, это контузия или что-то еще, потому что есть четкие установки. У нас же есть сейчас статья Уголовного кодекса за сдачу в плен. И я представить не могу, что ребята из Якутии, которые, одни, наверное, из самых таких ярых бойцов, да, у них, потому что сколько мы встречались и с командованием, да, Андрей Сандоминович, и со служивцами, все говорят, если с тобой рядом ребята из Якутии,
у тебя прикрыт тыл, у тебя прикрыт левый фланг, правый фланг, ты кругом обезопасен, потому что есть ребята из Якутии. Спасибо, Николай. Ну, что касается информационной безопасности, конечно, наша первая с коллегами задача – это никак не сдать, скажем так, да, бойцов и их родственников, особенно расположение части, то есть геолокацию. Именно поэтому, наверное, тяжело работать с видео, потому что ну, многое приходится просто скрывать. Например, какая-нибудь вышка висит. Уже можно определить. Да, и они узнают, где часть, поэтому приходится это все скрывать. Ну, поэтому Саша правильно все рассказал. Только позывные, только какое-то примерное направление, где боец служит. Но когда мы записываем, например, интервью какое-нибудь короткое, да, ну, чтобы привет передать родственникам, потому что бойцы вот действительно часто не выходят на связь, ну, человек своего родного человека узнает всегда. По голосу, по поведению. Хотя бы, Закрыто у него лицо или нет? да, по глазам даже. Элементарно просто. Вот стараемся также работать вот в этом направлении, потому что действительно бывают такие моменты, когда боец не выходит долго на связь. Что касается плена, действительно очень такая серьезная ситуация. Вообще, тут двоякое же, да, всегда расхождение всегда есть в каком-то в одном факте, да. Сам факт того, что как бы ребят азиатов взяли в плен, может быть, да, в какой-то степени это даже позитивно, да, в плане того, что просто не врали. Ну, и попадание в плен, это всегда, как Коля сказал, там действительно очень тяжело. По тем сведениям, которые у нас есть, ну, лучше как бы не попадать. И ребята, они, как Коля опять же сказал, да, ну, и все. Ну, Просто, видимо, не успели или да, какой-то не фактор, который не сработал. наверное. Да, но надо отметить, что при этом вот эта работа на передовой, она очень важна. И когда у нас появились свои военкоры у республики, одной из первых появились свои военкоры, действительно, вот напряженность это спала. И надо сказать, что и координационный центр у нас был создан первым из регионов. Сахаяна Ивановна, у вас за каждым бойцом закрепляется психолог, за каждым бойцом, за их семьями, которые здесь остались. Вот какой механизм поддержки? У нас есть 20 филиалов, и по районам наши филиалы работают с семьями, которые живут не в Якутске. А в Якутске работаем мы, наш центр. У нас всего 71 психологов, и мы стараемся охватить всех максимально. А какие рекомендации вот, родственникам вы даете? Ну вот коротко. Рекомендации? Коротко, да, вот по именно информационному Там, взаимодействию. конечно, я понимаю, что родственники, они очень сильно волнуются, они могут очень сильно эмоционировать, но я рекомендую, чтобы они эту эмоцию, когда вот военнослужащий связывается с семьей, не нужно им кричать, плакать, да. Бывает, что люди даже обижаются, что он там, ну, сейчас рядом с ними нету, да. Так абсолютно делать нельзя. Нужно разговаривать спокойно, нужно поддерживать, не нужно, чтобы военнослужащий начал жалеть себя. Не нужно его жалеть, нужно его спокойным тоном поддерживать. А вот своими переживаниями лучше делиться с нами, со специалистами. Спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это Якутия Лайф. Мы продолжаем обсуждать специальную военную операцию и информационную безопасность. И с нами на связи политолог Павел Данилин. Павел Викторович, насколько участились в последнее время информационные провокации? Враг работает постоянно в информационной сфере, в сфере массовой психологии и последовательно занимается давлением на членов семей военнослужащих, особенно на членов семей мобилизованных. Тем или иным образом, находя контактные данные военнослужащих, а также членов их семей, украинские специалисты по психологической войне занимаются последовательным
давлением, психологическим давлением на членов семей военнослужащих. И достаточно вспомнить здесь проект «Найди своих», который официально запустило Министерство внутренних дел Украины с первых же дней специальной военной операции. В ходе реализации этого проекта якобы была создана база данных погибших российских военнослужащих, но на самом деле это был абсолютно фейковый проект, направленный ровно на две составляющие. Первое – это психологическое давление. Второе – это сбор контактных данных самих военнослужащих для использования их для последующей геолокации их местонахождения. Ну, как работает этот проект, прекрасно показал один из моих знакомых из Дальнего Востока. Пенсионер, уже глубокий пенсионер, он позвонил в этот проект, сказал свои персональные данные, ему сказали, что его труп найден в Днепропетровске, он может приехать его забирать. Надо понимать, что это враг, что враг работает последовательно, враг работает постоянно, и так как этот враг, то он ничем не сдерживает себя в своей деструктивной работе. Что там говорит враг, это совершенно не важно. Я думаю, что в 99% случаев все, что говорит враг, это зло, это ложь. Как рассылка информации о том, что кто-то из бойцов находится в плену или пропал, работает на руку врагу? Что касается информации о том, что кто-то попал в плен, погиб и так далее, то данная информация не принадлежит для массовых рассылок, не принадлежит для опубликования, в том числе в средствах массовой информации, ровно по одной причине. По причине того, о чем я уже сказал. Эта информация активно собирается нашими противниками и используется затем для психологического давления на людей. Случается, конечно, так, что человек попал в плен. Это очень неприятная ситуация, но надо понимать, что у нас пленных гораздо больше, и поэтому украинская сторона всегда заинтересована в том, чтобы пленные оставались в живых. Да, они издеваются над пленными, иногда случаются страшные эксцессы, но в целом, как мы видим по возвращению наших солдат и после обмена из плена, этот обмен происходит последовательно. Наши посредники работают и добиваются возвращения наших солдат из плена. Андрей Садаминович, вот вы уже говорили о том, что публикации в сетях ставят под риск вообще успех операции, да, по обмену. Вот, и не секрет, что эти публикации, они специально создаются, специально разгоняются. Вот как с помощью вообще негативных сообщений противник управляет нашими эмоциями, зачем это нужно? Ну, я хочу сказать, что сегодня ситуация развивается на фронте таким образом, что наш враг ничего не может добиться на фронте. Благодаря героизму и стойкости наших бойцов, от однополчан, таких как Николай. И сегодня все больше упор будет делаться на работу в тылу, на работу в формировании критичного общественного сознания с тем, чтобы вызвать панику, недоверие властям, недоверие собственной армии. И этот напор будет увеличиваться. Мы сегодня живем в условиях прозрачности информационного поля, и нам надо, как и нашим бойцам на фронте, тоже собраться, одеть бронежилеты и каски в таком переносном смысле и держать этот фронт информационный. Ни в коем случае не поддаваться панике. Ни в коем случае не поддаваться на эти уловки. Это делается специально абсолютно. И надо сказать, что есть логика развития всех военных действий. Сначала была эта спецоперация, которая должна была, наверное, закончиться достаточно быстро. В короткие сроки? Да, в короткие сроки. Но произошло то, что произошло, и постепенно армия входила в эту ситуацию, готовилась к тотальной войне, вошла в нее, побеждает сегодня. Ну а врагу что только остается?
значит, теперь терроризировать нас. Поэтому я бы очень просил, все личные переговоры с бойцами, они все равно будут у близких и у семей, и это, наверное, даже хорошо, но надо, конечно, то, что наши психологи говорят, прислушиваться к этому, не делать эти личные разговоры предметом публичного обсуждения. Это первое. И второе. На самом деле, вот проведу такую параллель. Когда спортсмены готовятся к решительному бою, тренеры делают все для того, чтобы он не общался ни с кем, сосредоточился на бое, готовился к победе и был настроен. И если в этот момент кто-либо со стороны придет, обнимется с будущим, с бойцом, он может его вывести из психологического равновесия. И тогда победы будет добиться трудно. То же самое происходит на фронте. Когда разговариваем с бойцами, их надо действительно поддерживать. Надо поддерживать их боевой дух, потому что боевой дух – это основа боевой устойчивости подразделения. А именно это главное условие победы. И мы тоже участники этой войны. Здесь на телефоне, да, общаясь, но надо поддерживать. Ни в коем случае не приводить к тому, чтобы действительно солдат расслабился. Всякая потеря концентрации может привести к его ранению или, не дай бог, гибели. Это мы должны помнить. Но фейки стали оружием с самого начала спецоперации. Вот как сами ребята на передовой реагируют на фейки, они же до них тоже доходят. Ну, довольно-таки тяжело на самом деле, потому что обмен информацией идет в обе стороны. Ну, то есть там любая информация там, о каких-то негативных, да, вещах в родной республике, она абсолютно точно, как Андрей Сандовинович сказал, сказывается на бойцах, то есть на общем моральном боевом духе. То есть информация в любом случае доходит, и действительно нужно быть предельно, как надеть броню и каску, да, там, и стараться именно поддерживать бойцов, потому что сейчас вот идет такая планомерная работа уже по тылу. Те же самые нападения беспилотников на Москву, это же продуманная операция, именно рассчитанная на массовость населения. То есть у нас довольно-таки маленькая республика, здесь через одного тут все друг друга знают абсолютно. И когда какая-то негативная информация доходит, и она распространяется очень быстро, поэтому нужно здесь стараться соблюдать такие правила гигиены, скажем, информационной, доверять только проверенным источникам информации, да, не распространять какие-то панические слухи. Ну, то есть звонить, если что, в единый координационный центр, там всего лишь 3 дня информация фактически будет. Спасибо, Саша. Да, я вот сейчас стою, так размышляю и понимаю, что вот хотя бы на моем примере, да, у меня там куча соцсетей, да, там в Телеграме каналов, на которые я подписан. Я сейчас понимаю, что вот информация о пленении наших я видел, ну, может быть, 3-4 ссылки. А когда произошел танковый бой с участием Алеши, я посмотрел, наверное, это видео раз 70 в разных каналах. То есть вот это как показатель того, что у нас сейчас стали больше внимания уделять чему-то героическому, чему-то более позитивному. Когда еще узнали, что один из экипажа это наш земляк, просто каждый телеграм-канал, каждый человек эту запись репостнул. Открываешь сторис, у меня вот там штук 8 подряд было именно танкового боя с участием Алеши. И вот это правильно, вот это хорошо. И ребята, когда смотрят, они тоже все на фронте это смотрят, и они за такие моменты радуются. А вот негатива, от негатива никуда не денемся, от фейков мы никуда не денемся. Просто многие ребята, с ними тоже разговариваешь на фронте, они говорят, мы тут читаем иногда, и у нас волосы дыбом становятся. То есть пишут, что мы там попали в окружение, а мы вот сидим. Там пишут, что у нас там весь отряд погиб. Вот все пацаны, как бы, ну... Они... Боты же как работают? В основном они берут какую-то основную информацию, меняют якутянин на тувинца на еще кого-то. Часть такую-то меняет на такую-то, и все, а текст идет сплошняком. То же самое. И многие уже научились, на самом деле, эту информацию фильтровать, и когда видят какие-то флажки, по которым можно просто смахивать, даже уже не читая. Николай? Ну, так оно и есть. Вот Саша правильно говорит, тут надо информационно всегда быть доверять только тем ресурсам, которые проверены. И всегда
перепроверять информацию только с теми, которым ты имеешь право, которому ты имеешь право доверия. И на фронте обратная связь есть. И причем она в обе стороны есть. Когда происходит какое-то событие знаковое на родине, там ты это услышишь, ты это почувствуешь, и оно есть, это правда. Мгм. Но когда, находясь на передовой, ребята читают, ну вот действительно что-то такое, что их часть там, вот на это какая реакция? Ну, реакция редко верит, потому что ребята уже знают, что работают по нам ЦИПСО, то есть Центр информационно-психологических операций, и что их задача — это расшатать нашу внутреннюю уверенность. И ребята, которые находятся на передовой, они крепки в своей вере, и, скажем так, в том, что тебя могут использовать в информационной войне. Поэтому могут выстоять и Ну, выстаивают. сильный боевой дух. Там просто уже, когда ты на передовой находишься, я с ребятами некоторыми общался, и когда выходила секунда связи, они очень устали. Они просто устали морально. Некоторые без ротации сидят уже 8-й месяц, некоторые просто устали. Но вот что касается Родины, то у них вот именно образ Родины такой абсолютно непоколебимый тыл и доверие тому, что тебя поддержат, любят и тебя услышат через тысячи километров. Вот как поддерживать психологическую устойчивость, информационную гигиену, может, какие-то рекомендации от психолога? Вот я вспомнила своего клиента, с которым я недавно встречалась. Он сейчас в отпуске. И насчет вот этих таких распространений я спросила, он сказал: не смотри. И, казалось бы, я не родственник, я посторонний человек, я психолог, и все равно от него идет такая забота, да? А почему нужно ограничивать такое потребление количества негативной информации? Потому что наш мозг, к сожалению, устроен так, что мы неприятную, негативную информацию мы воспринимаем больше, запоминаем дольше. К сожалению, все так устроено, потому что именно такое мышление негативное, оно помогало нам выжить, ну, нашим предкам. Но мы, по идее, если научиться, мы можем этим управлять, то есть переключать свои мысли на другое. Сознательно? Да, сознательно. Мы это умеем сделать. Это достаточно быстро. Нужно просто на протяжении хотя бы 15 секунд думать о другом. Да? Это просто, я говорю из части информационной гигиены. А в целом, вот по распространению личной информации, информации о семье, информации о военнослужащем, вашим знакомым, да, это не нужно распространять, потому что все, что пошло в интернет один раз, оно останется там навсегда, и люди будут мониторить, люди могут найти вас. Бывает, что из посторонних номеров людям звонят или пишут, угрожают, что вот ваш родственник у нас в плену, высылайте нам какое-то количество денег и так далее. Но если проверить эту информацию, то можно связаться вот с военнослужащим, он жив, здоров. Либо через координационный центр, который знает Да. информацию о каждом нашем якутском бойце. Мы продолжим этот разговор после короткого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать информационную безопасность, специальную военную операцию, правила информационной гигиены. Вот бойцам прежде всего важна психологическая поддержка от родных. И прежде чем уйти на перерыв, мы говорили о том, как важно не поддаваться, как важно не распространять информацию. Александр хотел что-то Да, я добавить. хотел бы добавить такой момент, я вот сейчас вспомнил. Мы хоть и не военнослужащие, мы все равно мы выезжаем в зону специальной военной операции, и наши родственники, естественно, за нас переживают. И мы знаем про все вот эти фейки и так далее. И нам, мы когда проходили учебу, нам дали один очень хороший совет, которым я пользуюсь постоянно. Я когда уезжаю, мы с родственниками определяем такой момент. Если вдруг от меня поступает звонок с моего номера, шумы, что-то еще, я начинаю говорить, надо меня спросить, а как там Валера? У меня нет ни одного знакомого Валеры. И если на том конце провода начинают говорить, ну с Валерой все нормально, все хорошо,
Все, у меня задача, то есть мои родственники вешают трубку и больше не разговаривают. Значит, это не я. Если я говорю, какой Валера, то есть, ну, это я, все, тогда понятно. И как бы очень хорошая схема, потому что очень много идет перехватов, и ты даже можешь не знать, что с твоего, используя твой номер, звонят уже в Россию твоим родственникам и говорят, да, он в плену, он ранен, давайте деньги, давайте то, давайте все. Вот как бы один из моментов, казалось бы, но это тоже такая безопасность. Ну, это информационно-техническая уже война даже. Не информационно-психологическая, а информационно-техническая. А очень много, кстати, этим грешат и, скорее всего, мне так кажется, и российские мошенники, которым уже с банковскими картами никто не верит, они начинают действовать таким образом, что как бы втройне страшнее, потому что они играют вот на вот этом, вот, на специальной военной операции, на людях, которые находятся на передовой. И, наверное, важно еще раз напомнить, да, Андрей Сантаминович, о том, что пересылая информацию, отправляя ее в чат родственников, вы ее отправляете уже, собственно, Весь мир. в весь мир. Да, это так. Нас современная жизнь учит к тому, на самом деле, чтобы и в информационном поле соблюдать личную гигиену, личный суверенитет, личную позицию, не поддаваться никакому давлению. В этом, собственно, сила духа. И я уверен абсолютно, что мы с этим справимся, с очередным вызовом. Но это делать должны мы все вместе. У нас должна вырабатываться культура распространения информации, и мы должны всегда помнить. Не обязательно даже в военной ситуации, а в принципе в нашей текущей жизни мы всегда должны помнить, что любая информация, как слово «не воробей», вылететь не поймаешь. Всегда об этом помнить, что это может нанести вред нашим соседям, близким, даже незнакомым людям. Поэтому надо оставаться человеком, любить людей и всегда помнить, любой поступок, любое слово, а тем более распространение в публичном поле информационном, может нанести непоправимый вред кому-либо. Один пример могу привести. Значит, вот недавно тоже было видео, где один из наших бойцов показал погибшего нашего земляка. И это видео вдруг попало в информационное поле. Так вот, после, конечно, мы распространили другое видео, где он уже говорит, что я не хотел этого, я извиняюсь, но когда это появилось у нас, мне 3 матерей звонили, которые узнали своего сына. И это все было не так, потому что мы знали, кто из этих погибших, он уже опознан, но скоро его привезут уже на родину и похоронят как героя. Он погиб смертью храбрых. Но это был не тот, кто из матерей мне звонили и писали. И представляете, как сердца матерей надрывались. Вот из-за такой простой ошибки. Ясно, что это было сделано не специально. Но вот такая простая ошибка сократила жизнь этих матерей, и сколько ж слез они пролили. Поэтому надо быть крайне осторожным и крайне бережливым друг к другу. Ну, тут добавить нечего, на самом деле. Мы работаем с людьми в первую очередь, и морально-этическая часть, она всегда остается, наверное, превалирующей, да, потому что бывали там истории, которые местные жители рассказывали. Они очень тяжелые, они действительно тяжелые, и по журналистской этике мы их просто не выпускали. А то, что сейчас творится в зоне боевого соприкосновения, оно, конечно, оно, скажем так, сложнее, да, в плане восприятия именно в тылу. Поэтому нужно это все прекрасно понимать, и нужно нести ответственность все-таки. Взрослые люди, и нужно И как информация идет в обе стороны, также и правила нужно соблюдать и в тылу, и на передовой обязательно. в обе стороны. Ну вот для поддержки бойцам, прежде всего, вот как сказал Сахаян, нужна поддержка родных. И не только родных, да, мы же собирали письма от детей бойцам. Вот вы их привозили, ребята, Да. расскажите. Ну, вообще реакция на письма у бойцов, она всегда такая положительная. Один из бойцов, казалось бы, разведчик, прям такой парень, прочитал письмо, и у него такие эмоции были прям сильные-сильные, он не смог сдержаться, вспомнил своих детей.
Потом себя взял в руки, передал привет, и вот это на моих глазах было. Это очень трогательно, это очень действует, скажем так, в качестве поддержки. Это сильный инструмент, скажем так. Причем в нашу особенную эпоху, да, когда мы уже давно Разучились отвыкли фактически писать писать, бумажные да. письма. Любой привет из республики для ребят на самом деле очень приятен. У меня даже был случай, когда я встретил, у нас в опорном пункте собрались ребята, я записывал интервью, и мы с одним бойцом разговорились, и оказалось, что мы с ним когда-то жили в соседних домах, а я с его старшим братом учился в параллельном классе. То есть, казалось, насколько все обширно, да, и вот мы в Новоазовске встретились, мы с ним поговорили, и очень долго мы с ним говорили, просто ему хорошо, потому что, мой портовской, не просто из Якутии, не просто из Якутска, вот, из соседнего дома. И мы с ним разговариваем, и он такой, и он ушел на позитиве, и сейчас мы с ним периодически созваниваемся, списываемся по соцсетям, как дела, что, куда, чего, и вот, и всегда все ребята, когда вот мы приезжаем из Якутии, мы работаем, да, что-то с них спрашиваем, они спрашивают у нас, а как там, проспект Ленина достроили, а что там, автобус такой-то пустили, а вот там, а вот это сделали. Им интересно очень, что происходит в республике, потому что это их часть, и они часть республики, и поэтому и это им в том числе помогает там существовать. Николай, вот насколько это важно, когда ты там находишься? Это переоценить это сложно, когда ты получаешь письма с родины, что ты получаешь посылки. Кстати, очень большое спасибо всем волонтерам, кто оказывает помощь, гуманитарную поддержку. Это вообще это очень серьезная помощь. На самом деле она доходит до каждого. Может быть, чуть попозже, может не в том количестве, в котором оно было по штату, но оно обязательно доходит, и ребята, они это чувствуют. Когда кушают вот эту рыбу, этот уху, который хатасские школьники сделали, когда кушают мед, вот именно кангаласский, это прям такой кусочек родины, это важно. А еще вот очень, об этом не принято говорить, да, но есть такие кадры, которые попадают именно с передовой в госпитали. А это довольно большое количество людей, это 300-е, это раненые. И вот когда они находятся в госпиталях, и они видят уже видят свое ранение со стороны, они могут уже более-менее критически анализировать. И когда они получают такую же гуманитарную помощь именно в поликлиниках, в больницах или местах реабилитации, это помогает быстрее восстановиться. Я помню, когда я лежал после второй операции, я был прикован к кровати, мне было трудно говорить, дышать, я был в тяжелом состоянии. И это было еще до госпитализации в Петербурге, я лежал в Ростове. И с каждым днем мне было тяжелее и тяжелее. Я получил письмо от мальчика ростовского, я не помню, как его звали, и там мне медсестра его зачитала, там «Солдат Z», там «Тебе большой привет». Я прям взбодрился, и мне это помогло пережить вот именно тот момент, когда я был в критическом состоянии. Поэтому письма пишите, письма действуют. Отправляйте гуманитарку, она доходит. Может, не сразу, может быть, не обязательно именно тому бойцу, которому вы слали, но она дойдет. И это такой прям месседж, это письмо, которое обязательно дойдет. И я заметил, что вот волонтеры, которые, большое спасибо, большой поклон до земли, которые, рискуя своей жизнью, рискуя своим здоровьем, иной раз, вопреки здравому смыслу, доводят это до передовой. И плохо, когда слышишь информацию, что какая-то посылка не дошла. Это немножко заставляет загрустнуть, но оно доходит. Поэтому через десятые руки, письмо напишите, и через десятые руки оно дойдет до солдата, и он его 100 раз перечитает. И будет хранить вот тут за место бронежилета. Это я заметил. Такое часто сталкивается. Андрей Стаминович, какой-то итог, может быть, подведете? Можно я добавлю? Да, конечно. Ага. Я рекомендую семьям, близким военнослужащих обращаться к нам, потому что мы все свои рекомендации говорим, исходя из своего опыта. Вот я тоже работала в военном госпитале в Ростове. Мои коллеги сейчас находятся там, и по всем военным госпиталям мы стараемся отправлять наших психологов, чтобы они там работали как волонтеры. И они не просто так с ними общаются, они наблюдают, они пишут нам новые рекомендации, как лучше разговаривать и что советовать родственникам. Ирина, я, во-первых, вот из этого короткого разговора, наверное,
должен сделать вывод. Вот когда мы вместе, когда мы объединены единой идеей защитить Родину, наше будущее, наших потомков, мы действительно непобедимы. Победить нас могут только мы сами. Это надо помнить. И поэтому сегодня, когда так встал вопрос о будущем нашей страны, нашего народа, конечно, главным залогом является единство армии и народа. Армия свое дело делает все успешнее, тверже, все ближе к победе. И мы должны армию поддержать и быть вместе с ней. И все, что может отдалить нашу победу, а она обязательно будет, мы не должны этого допустить. Мы должны все сделать для того, чтобы эту победу приблизить, и чтобы наши ребята, выполнив свой долг перед Родиной, перед народом, выполнив свою присягу, вернулись домой живыми, здоровыми. И мы этих героев ждем. Мы должны быть вместе. Ни в коем случае не поддаваться ни на какие провокации. Время ответственное, время выбора. История выбрала нас, и мы должны быть этому достойны. Спасибо. Ну что ж, действительно нужно противостоять, нам здесь в тылу тоже нужно противостоять, в том числе информационным атакам, каждый день и помогать, чем можем, через координационный центр, через наших медиков, через психологов. В нашей республике ни один не остается без внимания. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.